Обсудим самочувствие малого и среднего бизнеса Башкортостана в 2020 и 2021 годах вместе с бизнес-омбудсменом Республики Башкортостан Флюром Асадуллиным. Это программа «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Флюр Минзагитович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли к нам на интервью. И так ждем от вас оценки, как себя чувствует малый и средний бизнес. Бизнес чувствует себя, наверное, как всегда. Каждый по отдельности чувствует себя по-разному. Кто-то очень себя хорошо чувствует, кто-то плохо, кто-то нормально чувствует. Я не думаю, что есть общая такая картина, что все чувствуют себя одинаково. Бизнес на то и бизнес, что у всех все по-разному. Что говорит статистика? Статистика говорит, что за 2020 год мы по количеству примерно потеряли 3-4% предпринимателей, которые являются зарегистрированными в реестре МСП. Хотя, конечно, 2020 год показывал такую неровную динамику. Прямо в апреле, мае, летом такая серьезная просадка была. Примерно 7% до 10% в минус мы уходили. Потом вроде бы начала пружина отжиматься, и предприниматели стали заново регистрироваться. В каждом году есть какое-то количество, которые ликвидируются и которые заново регистрируются. В целом по году получилась такая картина, что примерно где-то 3-4%. У нас еще, если сравнивать по России, то более-менее нормальная ситуация с этими цифрами. Ну, а если анализировать и с прошлыми годами, да, и с ожиданиями, которые были, мы все понимаем, что был прошлый пандемийный сложный коронавирусный год, насколько оправдались ожидания, да, либо не оправдались? Ожидания были у всех разные. Например, у меня были ожидания худшие. И я очень рад, что они не оправдались. Я, в принципе, говорил о том, что сократится у нас порядка 25-30% количество МСП. Но я всегда подчеркивал, что это будет временное явление. В принципе, наверное, может оно так и было. Потому что такое сокращение количества предпринимателей? Это не обязательно ликвидация записи в реестре ФНС. Это если предприниматель работает и закрыл свое предприятие, приостановил свою работу. По большому счету, с моей точки зрения, это приостановка деятельности. То, что он остался зарегистрированным где-то в реестре МСП или в ФНС, то это может свидетельствовать о том, что, например, он получал какую-то помощь, продолжает получать, либо он надеется, что он получит какую-то помощь от государства, может, он из-за этого там остался. И даже по своему опыту могу сказать, что многие предприниматели не ликвидируют свои ООО и ИП в надежде на то, чтобы присмотреться, как там дальше судьба повернет. Может быть, новый бизнес откроют. Зачем бежать снимать свою регистрацию? Поэтому, наверное, может быть, исходя из этого, предприниматели многие присматривались к ситуации. Что удалось реализовать и в прошлом году, несмотря на сложности? Кроме того, интересуют меры поддержки, какие сработали, да, и что удалось, что позволило удержать на плаву всю ситуацию? Если честно сказать, я сомневаюсь, что какая-то помощь государства помогла удержать ситуацию на плаву, потому что огромная масса предпринимателей, она на то и предприниматели, что они на свой страх и риск ведут свою деятельность с целью извлечения прибыли. Они без помощи государства как-то там работали, некоторые хорошо работали, используя эти пандемийные условия, да, может даже им повезло больше. Другие работали, как и работали. У нас предприниматели в основном в большей массе своей, они ориентируются на свои силы. Какой-то часть предпринимателей, конечно, помогли. Не такой большой, меньшей части, может быть, помогли. Реально помогли. Но я вообще сторонник того, что не тот предприниматель, который живет только ради того, что ему помогает, и он выживает. Все-таки помощь она должна быть вдогонку. Свой бизнес должен нормальным быть. А вдогонку помощь получил очень хорошо. Поэтому помощь это отдельно. Я считаю, что это вообще уникальное событие было. Никогда государство на моей истории, да, не оказывало такую помощь, как было в прошлом году. Но оно, в принципе, это явление было закономерным, потому что государство само в первую очередь ограничивало деятельность предпринимателей. Поэтому, естественно, запрос был общей справедливости. Если вы нас ограничиваете, давайте помогайте. По большому счету, все это было правильно сделано. Надеюсь, что та помощь, которую получили предприниматели, она им не только помогла выжить, но и какой-то дала, может быть, толчок к дальнейшему развитию. Было бы здорово. 2021 год, с какими результатами мы сюда войдем? Какие ожидания? 2021 год, результаты, ожидания. Все-таки я оптимист, и у бизнеса есть внутренний механизм такой, да, маховичок, прибыль. Надо зарабатывать деньги. Любые другие отрасли, они как-то сверху регулируются, нам надо то, нам надо
вооружение создавать, нам надо там, не знаю, больницы строить, все как бы с одного места берутся деньги, да, берутся деньги, тратятся. А бизнес это саморегулируемый механизм. Ну вот людям хочется заработать деньги, они зарабатывают. Чтобы заработать деньги, что они должны сделать? Они должны вам продать услугу или товар. Если это никому не нужно, то какой там бизнес? Поэтому вот этот саморегулируемый механизм заработать деньги, он всегда был там. И в революционной России отчасти был в Советском Союзе, может быть, там, да, и сейчас вот в нашей действительности. Поэтому главное для наших предпринимателей это возможность заработать деньги. Нужно не то, чтобы им помогать, я считаю, нужно им не мешать. Меньше проверок, меньше административного пресса, с налогами поаккуратнее, так сказать, поменьше давить. Дайте возможность работать, пусть зарабатывают. Это самое, наверное, главное и на 2021 год, и на последующие годы. Что касается льготного кредитования, какую картину видите здесь вы и что думаете на этот счет? Льготное кредитование это явилось одной из самых эффективных форм поддержки предпринимателей в 2020 году. И вот сейчас опять продлевают эти меры. Самая такая была замечательная. Причем она такая прям некими этапами. Сначала вот 2%, потом вообще под 0%. Очень крутая тема была. Многие люди получали кредиты эти. Там, конечно, собака зарыта была в деталях. Если немногие смотрели правильно на эти условия, если у вас понижалось менее 80% занятости в своем предприятии, то вы вылетали на 15%. То это, конечно, была проблема. Но в Республике Башкортостан это не была системной проблемой. У нас всего, по-моему, 3-4 предприятия вылетели по неосторожности, наверное, даже, да. Кстати, мы им помогали. А так это была самая лучшая помощь, мне кажется. Еще одна резонансная тема – это мусорная реформа и бизнес. Вот здесь какую картину видите вы? Вы знаете, есть такое высказывание: благими намерениями дорога в ад вымощена, да? Вот у нас благие намерения, я их поддерживаю, с мусором бороться нужно. И для мусора мы для населения сделали, что все должны платить, и для бизнеса. С населением еще как-то нормально, более-менее, потому что мы в платежки включили, собираем деньги. С предпринимателями очень сложно получилось. Для предпринимателей в один голос говорят, что это некая мусорная реформа. Вот со всех надо деньги получить. И предприниматели у нас такой свободолюбивый народ, да, что они, когда узнали об этом, как страус в пустыне, там, голову в песок, да, я платить не буду. Это проблема была. Сейчас с 1 января 2019 года уже накапливаются долги, к сожалению, серьезные. Сейчас с этим разбираемся. По-моему, около 30 миллионов рублей уже иски подают предпринимателям за 2019 год. Причем там еще проблема по нормативу или по факту. По нормативу это когда просто с тебя берут деньги. Разницы нет, у тебя там ювелирка, хозяйственный магазин, со всех под одну гребенку. Предприниматель говорит: я не генерирую мусор, я все, в принципе, продаю, даже мусор продаю, но с него берут деньги. А по факту, когда вы платите деньги, вот сколько потратили, сколько мусора сгенерировали, столько и платите. А рекуператоры тоже предприниматели, им невыгодно по факту вроде бы. И у нас вот такая борьба, знаете, серьезная идет с ними. Ну, все это печально, разбираемся. Есть проблемы со стороны рекуператоров, есть проблемы со стороны предпринимателей. Мне кажется, еще у нас уйдет год, наверное, на то, чтобы утрясти все эти моменты. Урегулирование ситуации, как вы видите? Урегулирование вижу повышение дисциплины со стороны предпринимателей, что нужно разобраться со своими правами и обязанностями, заключить нормальные договора. Со стороны рекуператоров это нужно понять, что вы не только предприниматели, вы еще несете публично-правовые функции. У вас договор на основании правительства Российской Федерации, решения и так далее, поэтому у вас уже не частные правовые функции, а уже публичные. Вы уже роль государства выполняете, по большому счету. Некоторые рекуператоры об этом забывают и просто стараются по максимуму собрать деньги с предпринимателей. Предприниматели, извините меня, это ребята такие подкованные, поэтому тут тоже просто так не получится. Нужно находить правду с обеих сторон. Все-таки это будет пряник или кнут? Даже не знаю насчет пряника кнута. Лучше не использовать такие понятия в этой борьбе, пока что, вот, в кавычках, между рекуператорами и предпринимателями. Но, по крайней мере, мы на стороне предпринимателя, как я уполномочен в защите прав предпринимателей. И рекуператор, хоть он и является предпринимателем, для меня выступает как публично-правовое образование, практически как государство. Поэтому больше проблем пока со стороны рекуператоров в сторону предпринимателей. Ну, будем ждать компромиссного решения. Думаем, что стороны услышат друг друга. Что касается нестационарных торговых объектов, проще говоря, павильонов и киосков уличных, да, в Уфе предпринимались не раз попытки их ликвидировать. Вот есть ли у вас обращение на этот счет и предложение от бизнес-омбудсмена? Масса обращений по поводу этого. Почему вот вы называете Уфа? Потому что у нас из 122 тысяч предпринимателей
половина зарегистрирована в городе Уфа. Поэтому Уфа у нас бурлит, экономическая жизнь. Но я могу вам сказать, что у нас нет единых правил по всей республике. Например, есть районы, Альшейский, Нуриманский район. Там киоск, павильон можно поставить на 49 лет. В Уфе можно поставить на 7 лет. Есть районы, например, Туймазинский и Хайбулинский район, там есть преимущественное право по торговому киоску своему, который стоял раньше. Вот смотрите, вы предприниматель, у вас до 2015 года вы могли взять в аренду землю и построить павильон. А потом бах, и у нас поменялись условия. Сейчас новая тема, это муниципалитет рисует схему расположения киосков, и на это место вы там торгуетесь, получаете новое место. А если вы раньше построили нормальный павильон, у вас был договор, поменялись условия, и вам сейчас говорят, снесите ваш павильон, участвуйте в конкурсе на это место, выигрывайте, снова стройте. Ну зачем так? Несправедливо же. Почему в одних районах республики можно воспользоваться преимущественным правом, а в других нельзя в городах? Мы вот с этим боремся. Пытаемся договориться с муниципалитетами, чтобы они все-таки приняли какие-то одинаковые правила работы на всей территории Республики Башкортостан. В этом году стоит ожидать принятия? Нет, не стоит. Не Надо стоит. реально смотреть на вещи. Мы обратились в наше госсобрание о том, что принять такой закон. Оно нас отослало к Госдуме, что там вроде просматривается законодательство, мы изучили, там все еще будет долго. Мы настаиваем на том, чтобы в республике был принят закон единообразный, который будет действовать на территории всей Республики Башкортостан. Надеюсь, добьемся этого. Будем ждать. И если коротко по обращениям, что находится в топе, да, и в какой форме можно отправить? Еще раз напомним. Отправить можно в любой форме, и в мессенджерах современных, и в электронной почте, и по почте, и зайти к нам на Ленина 5/3 в городе Уфа. И посмотреть на нашем сайте, есть там вкладочка, есть образец нашего заявления в адрес уполномоченного. В топе у нас, как всегда, земельные вопросы, выкуп, аренда, помещений, везде, где там есть, так сказать, ограничения определенные. Там, где какие-то конкурсные процедуры, создаются какие-то, знаете, для своих, для там ближних, кто равнее равных. Вот там очень много обращений. Много обращений связано в том числе с работой правоохранительных органов. Это оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия. И проблемы вот с тем же НТО, с мусором. Проблем масса. Со всеми проблемами работаем. За 2020 год у нас в обращении поступило в письменном виде 792 обращения. А вот за те 2 месяца, которые были пандемийные, такие самые острые, значит, это у нас получился апрель и май месяц. 2500 было звонков, обращений, просто заходили люди, говорили, срочно помогите, как нам получить помощь и так далее. Была очень такая масса работы. Будем следить дальше, что будет происходить. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня на программу «Интервью». Спасибо. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала республики был бизнес-омбудсмен Башкортостана Флюра Садулина. Мы говорили о положении малого и среднего бизнеса. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.